Мы должны понять, что Турция и турецкая дипломатия, они всегда были многовекторными, и Турция всегда позиционирует себя как сторонник мира на Южном Кавказе, сторонник открытия границ и восстановления дипломатических отношений с Арменией. Мы помним еще в 2008 году во время футбольной дипломатии Турция тоже подписала договор, который позже не был ратифицирован парламентом, где премьер-министром был Реджеп Таип Эрдоган. Так что Турция, как и все другие страны мира, сейчас не будет позиционировать себя против США и Европейского Союза. Мы понимаем, что они лоббируют за открытие границ с Арменией, но также мы видим, что Реджеп Таип Эрдоган выдвигает предусловия для открытия границ. А эти предусловия, это касается мирного соглашения, подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Что говорят в Баку и в Анкаре? Что да, процесс урегулирования идет полным ходом, что уже в 2026 году может быть подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и после этого будут открыты границы с Арменией, между Арменией и Турцией, а также будут восстановлены дипломатические отношения. Но мы не можем с уверенностью сказать, будут ли подписаны эти соглашения между Арменией и Азербайджаном, потому что это зависит от выборов в Армении и потом уже от изменений в Конституцию Республики Армения. Так что сейчас и Баку, и Анкара, они не спешат с подписанием мирного договора и открытия границ, но также они не делают конкретных шагов для восстановления мира на Южном Кавказе.